Мы продолжаем путешествие по выставке «Охотничьи тропы». Выставка о промысловой охоте и мировоззрении коми-зырян подготовлена Национальным музеем Республики Коми и Эстонским национальным музеем. Художественный проект разработан и воплощен в дизайн-студии «Вельвет» из города Таллин. Культура в самом широком смысле может пониматься как ненаследственная память коллектива, выражающаяся в определенной системе запретов и предписаний. Эти слова известного исследователя культуры, основоположника Московско-Тартусской школы семиотики Юрия Михайловича Лотмана, в значительной мере относятся и к такому феномену в истории человечества, как охота. Культура промысловой охоты за многие тысячелетия выработала традицию, систему правил, норм, запретов, ограничений. Эта традиция является своего рода оберегом для территорий проживания и природопользования. В прямой зависимости от ландшафта, климатических условий, гармоничного существования в предложенных природой обстоятельствах находится жизнь человека, и в этом смысле культура охоты со сложившимися традициями не противоречит общему понятию культуры как системе ограничений и запретов. Прочную взаимосвязь между древнейшими способами освоения пространства и формированием экологии мировосприятия находят и современные исследователи феномена охоты. Рыболовство, охота, собирательство, как традиционные практики жизнедеятельности, по сути являются тем индикатором, который наглядным образом характеризует человечество как способное или неспособное к гармонии и сотворчеству с природой. Образцом проявления экологического сознания является древний промысловый календарь, представленный на выставке. Календарь изготовлен в технике местного художественного литья. Зооморфная календарная символика уральского язычества основывалась на восприятии окружающего мира в единстве. Движение Солнца, годовые сезоны передаются на календарном изображении через цикличность биологических ритмов основных промысловых животных. Расшифровку этой уникальной археологической находки сделал этнограф Николай Дмитриевич Конаков. Он увидел в древнем артефакте первый экологический календарь. Звери, избранные символами, принадлежат к местной фауне. Они же занимали особое место и в мировоззрении народов лесотаежной зоны Северной Евразии, связанных с промысловой деятельностью. На календаре месяц медведя открывает выводковый сезон, когда охота была под запретом. От него зависело восстановление популяции зверя и птицы. В период лося начиналась охота, основной производственный сезон. С его результатами было связано благополучие и во многом существование самих промысловиков. Охота никогда не была простым способом обеспечения пропитания. Известный полярник Владимир Александрович Русанов в начале прошлого столетия писал: «Нужно иметь крепкие мышцы, много здоровья и долгий навык, чтобы целыми днями ходить по лесным трущобам, подниматься в лодке с шестом в руках при огромных усилиях по порожистым речкам, где на целые версты вода кипит, словно в котле, мокнуть под дождями и дрогнуть от холода, идти на медведя с самодельной рогатиной и ненадежной кремневкой, которая как раз в критический момент возьмет да и осекнется». А сообразительность, стойкость, умение найти выход из всяких самых трудных обстоятельств, неотступное преследование намеченной цели, несмотря ни на какие препятствия, все эти положительные душевные качества выработались у Зырянина, вероятно, под влиянием охоты. Охота часто сопряжена с опасностью, нахождением в приграничной ситуации, в знакомом, но чужом пространстве. На лося идешь, готовь могилу и гроб, на медведя идешь, готовь мягкую постель, говорится в одной из коми пословиц. Охота может быть удачной или нет, и во всем опытный охотник найдет свой смысл. Народная мудрость учит: на гостей израсходуешься, вернешь на охоте, по чужой охотничьей тропе не ходи, белка сама в лузан не полезет. В современной культуре сохранилась память об обычаях и приметах, которые охотники стараются не нарушать. Например, хранить в тайне свои намерения идти в лес, париться в бане накануне выхода на промысел. В день выхода на охоту в доме не подметать пол, удачу выметишь, следы запутаешь. Не переходить уходящему дорогу, не расспрашивать охотника, куда он собрался или что несет, не показывать свою добычу. Каждый запрет несет сакральный смысл, направленный на пожелание удачной охоты.
В благодарность за хорошую охоту с древних времен устраивали праздники. И сегодня в разных районах Коми проводятся праздники охотника. Как правило, они проходят в начале сезона охоты в сентябре или по завершении в марте. Праздник в культуре народа – это ритуал, в котором проигрываются модели поведения. Проходят состязания, выбираются лучшие, самые умелые и выносливые. Современные праздники охотника являются и способом приобщения к быту коми-охотников и передачей молодому поколению навыков выживания в лесу. Коми – люди леса. Сберечь традиции взаимоотношений между охотниками и способами выживания в пространстве леса значит сохранить свою идентичность. В 21 веке настоящих коми-промысловиков осталось не так много, но охотничьи угодья и сегодня ревностно оберегаются потомками. Каждую осень в начале сезона расчищаются путики, расставляются селки, природа делится своими дарами, дает человеку выжить. Исследователь современной культуры северных охотников Арт Леете отмечает значительную роль рассказывания охотничьих историй в сохранении традиций и передаче особых охотничьих навыков. Исторически рассказывание историй было связано с поддержкой охотничьих верований у коми. Рассказы лесных историй – это способ передачи охотничьего мировоззрения, технологий обработки добычи, правил охотничьей магии. Его наблюдения показали, что и сегодня отношения между рассказыванием и мировоззрением охотников часто определены. Как и прежде, рассказы в ночное время в охотничьей избушке могут гарантировать удачную охоту на следующий день. Часто во время рассказывания обращаются к правильному поведению в лесу. Обмен знанием – важная культурная функция, поддерживаемая рассказом. Охотники обсуждают методы охоты, информацию о поведении животных и влияние погодных условий на тактику охоты. Эти знания представляют собой утилитарные основы охотничьих практик. Кроме того, практические навыки требуют постоянной корректировки, а не только уровня утилитарного понимания. Практический опыт имеет решающее значение для развития навыков охоты, но охотники могут многое узнать и из рассказов друг друга.